Республику накрыло снежной волной. В лидерах по высоте сугробов Вуктыл. Там выпало 2/3 месячной нормы осадков. Автолюбители на летней резине вынуждены соблюдать сверхосторожность, а у дачников померзли посадки. Впрочем, снег в мае для севера явление не сверхъестественное, говорят синоптики. Да и зимовать весну осталось недолго. Когда придет тепло, расскажет Ольга Коняева. Ухта. 21 мая. А ведь скоро лето, друзья. Неожиданно за окном будто первый снег. В субботу пушистые хлопья таяли, прикасаясь к мокрой земле. Но уже в воскресенье все вокруг белым-бело. Сегодня 22 мая. Такая у нас погодка. Мы едем на летней резине очень медленно, потому что на дороге что-то страшное происходит. В столице Коми высота покрова 13 сантиметров. Выпала половина месячной нормы осадков. В Уктыле еще больше, сразу 2/3. По высоте сугробов не отстает и Печора. Кружевным покрывалом город укутало буквально за 1,5 часа. Куда запропастилась весна, не пора ли встречать Новый год? Лента в социальных сетях сплошь зимний пейзаж. Погода вроде бы не айс, но при этом она какая-то такая волшебная, уютная. В Сыктывкаре в кювете оказался рейсовый автобус. Пострадавших нет. Но, как отмечают в ГИБДД Коми, с непогодой это не связано. И в целом в регионе аварий минимум. Автолюбители, видимо, решили не рисковать и снизили скорость. Снег-то быстро растаял. Но дискомфортно было немного. Переобулся уже давно, потому что уже жалко резину с шипами. Да, нормально. В машине очень уютно. Автомобиль дорогу держит хорошо. Во дворах, в принципе, так я бы не сказала, что есть снег, то есть как бы лужи, да, но это как бы как лето. Ну а погода, мне кажется, это надо воспринимать как с каким-то позитивом, да, такое бывает. У дачников-огородников позитива меньше. Бархатцы, георгины, цветы нежные. А вот устойчивую петунию можно реанимировать, срезать под корень и подкормить. Культура восстановится. Повезло клубнике, еще не успела зацвести. Сорта яблони, рекомендованные для нашей республики, выдерживают до -10. Сегодня обалденная погода в кавычках. Ой, как жалко, яблони начали цвести. Картофель на севере лучше вообще не сажать до 25 мая. Можно потерять треть урожая сразу или в процессе хранения. Капусте непогода не страшна, многолетним травам тоже. Смородина, крыжовник, жимолость, малина. Ягодные культуры, свежепосаженные, не пострадают. Но если появились цветочные почки, заморозки навредят. Сейчас единственное, что можно сделать, это подождать, посмотреть по листовым пластинам. Если листовые пластины нарушены сильно, их структура, то есть они начали течь, так называемая, появляется слизь, то в этом случае обязательно обработать стимуляторами роста. Их очень много на рынке и, соответственно, стимуляторами роста, которые именно с антистрессы. Такими стимуляторами стоит обработать после того, как пройдут заморозки. Ну и плюс в этом году очень активно кормить фосфорно-калийными удобрениями. И все это дело рук циклона, пришедшего с Южного Урала. Это аномальный синаптический процесс. Обычно воздушные потоки тянутся с северо-запада. И в целом погода даже для севера не майская. Конечно, сейчас среднесуточная температура воздуха отставала от климатической нормы на 10 градусов. Вот она уже по норме у нас должна быть 9-10 градусов, а она была -1, 0. Конечно, это аномальный процесс и аномально холодная погода для мая. Но опять-таки я повторюсь, что майский снег для нашего климата не такое уж и редкое явление. В эти же дни в мае 2002-го резко похолодало до минусовых температур. Снег тогда пролежал почти неделю. В Коми снежная манна падала и в июне. И это уже экстремальное явление, когда урожай под угрозой. Так что в этот раз, можно сказать, повезло. Теплые куртки скоро окажутся на антресоле. Времени лепить майских снеговиков остается совсем немного. Циклон уже теряет силу, и с завтрашнего дня погода будет налаживаться. Но аномальный процесс остается. Тепло сначала придет на север Коми и только потом в южные районы. Зато в конце мая наступит по-настоящему летняя погода. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.